Всем привет! Сегодня 23 сентября. Вчера я круто ошибся с месяцем. Я перепутал и сказал 22 октября. Это многим понравилось. Есть за что зацепиться. На любую мою ошибку стараются, конечно, обратить внимание. Вот моя Айда. Сегодня она на прогулке. Тулан в вольере сидит. Вчера он гулял, вчера дождь был. Сегодня погода более-менее, солнце выглядывает, но сильный ветер на улице. Сильный ветер, вон, как видим, мы затопили люди печку. Очень хорошо, удобно. Один минус, конечно же, это каждый день надо топить. Ну и в то же время физзарядка. Вот. Ну что, включился я, ребят. Сейчас я вкратце покажу консервы, которые я вчера замутил. Буду пробовать и поснимаю, что как есть. А солнце хорошо выглянуло. Листва желтеет каждым днем больше и больше сейчас после заморозков. Короче, вчера я показал, как я чистил рыбу. Ну, отделял филе от головы, тушу от головы вернее. И сделал я из этой плотвы вот такие консервы. Я, помнится, наверное, один раз только делал из щуки. Очень вкусно получилось. И вот сейчас вот приготовил из плотвы. Принцип какой? Я в комментариях вчера написал, что не хочу показывать, как все это делается. Потому что включишь YouTube и везде все одинаково. Друга все копируют. Ну, я не такой, честное слово. Я, если увидел такое похожее видео, я не стараюсь, чтобы там скопировать, по-своему сделать. Чуть-чуть они нюанс такие делают, что вот, скажем, им сделают соус, майонез, кетчуп, а второй, который уже копирует, туда еще добавят сметану. Ну, принцип такой. Дела в Ютубе, хоть в Инстаграме, хоть в ТикТоке, друга копируют. Нет, я другой вообще человек. А ингредиенты, хоть куда ты что не сделай, все равно одинаково получится. В принципе, я когда свежую рыбу жарю, вы уже несколько раз видели, как я жарю. Похоже не на жарку, а на варку. Но все равно я жаркой называю. Я туда ничего кроме соли не добавляю. А сюда вот в этот рецепт я лавровку пол-листа положил. И горошек на перца, там черного перец в горошках, который штук 7 может. Ну, на вид я скажу, в принципе, тушки целые получились. Вон они. Сок выделяется там. Я полностью заливал растительным маслом доверху. Ну, рассыпчатый получилось. Ну, как разваливается. Вот. В принципе, вот такой. И я заливал растительным маслом, но с утра я, когда вынимал банку, там уже растительное масло, ну, видимо, я все это дело готовил в печке. В своей печке я на ночь в противень там 4 банки поставил, и на всю ночь я печку отправил. Короче, там она готовилась. И сейчас я это уберу. И влага, что в рыбе было, там она испарилась, и немножко там жидкость оседает, и верхний слой рыбы там чуть-чуть даже подсохло, как я заметил. Ну и тут для гарнира у меня еще картошка. Жареная картошка. Сейчас немножко так, чтобы вам поснимать, показать вкус, почувствовать рыбы. Потому что есть такие люди, которые подписчики мои, что ни разу, говорит, с плотвы не пробовали.
Вот первый кусок. Вот кости. Кости не разварились. Это дает о том, что я поздно засунул на маленький жар. Потому что, когда я из щуки готовил, там костей вообще не чувствуешь. Ты ешь и не чувствуешь. Она вот, мягкая-мягкая стала. Да. Это ошибка с моей стороны, ребят. Кости не разварились. Я именно сделал для того, это консервы, чтобы все разварилось там, все полностью. И ты когда ешь, как шпроты, знаете, вот шпроты готовят, ты ешь рыбу и не будешь отделять там кости. Да, хреново. А так, вкус нормальный, вкусный. Когда и щуку я приготовил, честно говорю, намного вкуснее было. Намного вкуснее. И без костей получилось намного вкуснее. И вкус похож был на... Вот когда ты в масле консервы открываешь, кушаешь вот один в один. Очень вкусно было. Но если, скажем, много рыбы вы наловили и некуда девать, скажем, нету у вас морозильника или морозильник сломался, конечно же, самый лучший вариант в такие банки заготовить там и не париться, там уже не потеряется рыба. И самое главное, она не будет безвкусная. Вкус рыбы, в принципе, такая же осталась, как и, ну, как жаришь, то же самое. Свежесть есть. Свежесть рыбы я чувствую. И еще, как сказать, чувствуется, ну, я не знаю, что и добавить. Вот именно как будто свежая рыба. Вот такое ощущение. Да. Нет, кости не разварились. И знаете, еще один момент. Вчера вот перед готовкой я просмотрел, ну, как делают люди вот эту фигню. Консервы из рыбы. И сделал один человек, вроде бы из скумбрии или еще из какой-то рыбы. Но вот отделил от позвоночнику рыбы с костями. Он взял и прожевал. И на камеру все это делается. Ну, явно это не разварившиеся тоже кости не доварились. И так они обманывают зрителей. Но я, честно говорю, рыба как, я не знаю, как масло. Вот ты в рот кладешь, и она тает. Он так, до такой степени мягкий стал. А вот кости уже не разварились. Как ни крути. Не, надо больше, чтобы жар был. И в следующий раз, если буду делать, я попробую и сделаю на более мощном огне. Не, реально вкусно. Да. Очень вкусно. Только вот кости, конечно, не разварились. Еще какой плюс вот с таких консервов. Ты вот заготовил и уже когда ты пришел с работы или еще откуда-то, ты уже знаешь, что в холодильнике есть у тебя готовая рыба. Не надо там вынимать из морозильника, жарить. Тоже удобство есть. Вот. Ну, ладно. Вчера просили в комментариях показать готовку. Я готовку не показал, но рассказал про результат моей готовки.
В принципе, все получилось, но не до я жарил, не допарил, или как сказать, не могу что объяснить. Но кости, они остались костями. Такие консервы не должны быть с такими костями. Они должны быть мягкие, под языком даже, чтобы не чувствовал. Ты съел, и не надо бояться, что ты где-то у тебя застрянет что-то. Ну, очень вкусно. Второе, что я хотел показать, ребят, сегодня, ну вот так. Это уберу. Второе, что я хотел показать, это... Вот смотрите, мой трофейная щука. Какие у него зубы, смотрите. Конечно, в Сибири, в Якутии такие щуки на удочке ловят, и не надо сетями ловить или еще какими-то снастями. Просто вот на обычный крючок. Вон, смотрите, сколько зубьев у него. О. Если руки попадут туда, мало не покажется. Но это самая большая трофейная рыба была 80 с лишним сантиметров. Не помню уже, 82 или 87, не помню. Вот это гигант. Но сейчас он, конечно, подсох, а когда в натуре он еще как-то солиднее, покрупнее выглядел. И, как сказать, эту я голову отделил. Думал как-то сделать, как сказать, на стену там чучела, лакировать, сюда какую-нибудь диодовую лампу ночью, чтобы светила. Такие задумки были. У меня уже, не помню, лет 10, наверное, не меньше. Это просто вот тупо так висело, вот так, на проволоке, в сарае вон там. И сколько лет уже прошло, и ничего с ним не случилось. Если все обработать, очень красивый макет такой получился. Вон, смотрите. Пыльный он, но я немножко хоть вытряхнул. Вот такой. Еще одну историю вам, ребят, расскажу про эти зубы. Вот эти про зубы, про вот эти жабры. Если правильно сказал, жабры, наверное, вот эти. Вот. Один случай в нашем селе, тоже лет 5 назад, наверное, это случай был. Один рыбак, знакомый мой, поймал щуку, ну, крупную щуку тоже. И знаете, вот во всех фильмах в Ютубе вы замечали, рыбу, когда поймают, берут вот за эту часть. Вот за эту часть и вынимают щуку так. Но даже люди не подозревают вот эти жабры. Короче, человек наш, знакомый, поранил руку, вот царапнулся, вот там тоже как-то как зубья, вот остро все. Поцарапал руки. Неосторожно так получилось. И знаете, вообще у него пальцы начали как-то заражение получилось там и не заживало никак. И потом уже переливание крови ему сделали. Очень долго он уходил в больницу. Так что осторожно. Я после этого, как он мне это сказал, я ни разу в жизни я не стараюсь вот так вот рыбу брать. Ты просунешь туда нечаянно, а оттуда уже вынимать трудно. Они как цепляются, я не знаю. И ты царапнешь, хоть как ты поранишь руку. Рыбу надо брать, или если будет возможность вот руками вот так, руками за глаза, или же за тушу. Туша скользкая, конечно, гибкая, она, но самый хороший вариант вот здесь, если удастся, или же с очком. Но ни в коем случае я вам не советую вот сюда руку сувать. То, вот, видели? Все, гибель нахуй. Оттуда уже не выйдет рука. Как елочка, блядь. Нихуя себе. Старая щука, ой, старый этот высохла. Зубья. Осторожно, ребят. Осторожно. Вот. Ну, это моя трофейная щука была, как и говорил. Больше этого я не ловил. Меньше
десятки штук, 72, 60, примерно вот такие размеры, очень много. Я рыб ловил раньше, а сейчас таких трофейных уже несколько лет. Что-то я не помню, чтобы 72, вот, да, наверное, пару лет у меня уже не было таких щук. Несравнимое 40, 50, это каждый год ловлю, а вот, скажем, 72 аршинные, не помню. Да, года два, наверное, уж точно не ловил. Вот. Ну что еще, ребят? Короче, буду заканчивать такой небольшой влог сегодняшний. Сегодня хорошая погода, только ветрено. Пробовали рыбу. Вкусно, но кости остались недоваренными. Примерно так. Так что всем пока. Смотрите дальше мои видео. Буду заканчивать. До новых встреч.